Добрый вечер. В эфире государственная телерадиокомпания «Крым» с отчетом народный депутат Украины Сергей Топалов. Добрый вечер, Сергей Валерьевич. Добрый вечер. Приятно, что вы пришли к нам в студию. Я так понимаю, что ни для кого не будет секретом, для наших телезрителей, для ваших избирателей, для нас с вами. Тема сегодняшней нашей программы – это путь нашей страны семимильными шагами в Евросоюз. Еще раз добрый вечер. Я бы не сказал семимильными шагами в Евросоюз. Почему? Потому что действительно сегодня пытается у нас в обществе, у нас в государстве идти дискуссия, куда идти нашей стране, какой внешнеполитический вектор выработать, либо в Евросоюз, либо в таможенный союз. Другое дело, как это все преподносится. Я могу сказать, что тема Евросоюза и то, что с этим связано, в том числе и натянутые рейтинги, и натянутые социальные опросы, оно показывает, что большинство сегодня власть придержащих пытается внушить народу Украины то, что единственная панацея от бед для нашего государства является вступление в Евросоюз. К сожалению, другая точка зрения практически лишена такой возможности для того, чтобы высказать свои доводы. И то, что сегодня происходит у нас в стране, и с той инициативой, с которой выступила Коммунистическая партия Украины, опираясь на те же предвыборные обещания, на нашу предвыборную платформу, к которой мы шли год назад, а это мы говорили о том, что наш путь на востоке, мы должны прежде всего приоритет внешнеэкономический, политический сакцентировать именно на таможенном союзе, наступление в братский союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. И эту позицию мы защищаем. То есть защитить вы хотите ее следующим образом. Вы хотите все-таки, чтобы в стране прошел референдум, и чтобы люди высказали свое мнение относительно, куда им держать путь. Либо в Москву, либо в Европу. Да. Как сказал экс-президент Польши на саммите в Крыму, что отступать Украине некуда, позади Москва. То есть это самое страшное, что может нас ждать. За спиной у нас Москва. Приятно от того саммита, который прошел в Ялте, то, что все-таки Крым не просто регион, а то, что он в состоянии принять такие многозначительные, важные саммиты, и то, что те вопросы, которые там рассматривались, они, конечно, важны. Но все разговоры о европейских ценностях, о том, что нам это дает, натыкаются, скажем так, разговоры одно, а действия совершенно другие. Мы прекрасно понимаем, что в том же Евросоюзе одним из кардинальных путей решения тех или иных вопросов, связанных с жизнедеятельностью их государств, является как раз референдум. А то, что сегодня власть и те партии, партейки, которые собирают пиар и очки на теме евроинтеграции, своими действиями противоречит тем же европейским, демократическим принципам. Почему? Потому что референдум — это наиболее простой и демократический способ волеизъявления граждан. И почему сегодня и власть, и оппозиция, по большому счету, сегодня сомкнулись в едином порыве вступить в Евросоюз и не дают возможность самим гражданам высказаться. У нас очень часто сейчас появляются и интерактивные опросы, и социальные опросы. И говорят о том, что чуть ли не 2/3 граждан Украины за то, чтобы Украина шла в Евросоюз. Я могу на это ответить. Если так все хорошо, так все понятно, почему вы не даете народу самому сделать выбор? А вкладчик, как говорится, гораздо проще. В июле месяце, скажем так, Институт социологии Академии наук Украины провел такой социологический опрос, и данные его не оприлюднены. Так там четко цифры опроса таковы, что 42% граждан Украины сегодня выступают за вступление в Евросоюз, 45% за то, чтобы вступить в таможенный союз. По регионам Восток дал за таможенный союз 78%, юг Украины 59%, в центре 38% и Запад 12%. То есть все эти разговоры о том, что народ Украины хочет только на Запад, только в Евросоюз, не подтверждается. И поэтому власть всеми силами препятствует тому, чтобы самый демократичный
способ принятия решения, то есть оставить за народом, это еще раз говорит о том, что сегодня о нашем народе вспоминает только в период выборов, когда вы, уважаемые наши избиратели, нужны как средство для принесения голосов, для того, чтобы вы кинули бюллетенчик, проголосовав за ту или иную партию, а все те обещания, которые даются в период подготовки и проведения выборов, они отходят на второй план, и о них вспоминают только тогда, когда приходят следующие выборы. Мы же все прекрасно помним результат партии власти и те лозунги «Одна страна, два языка». То, что мы установим дружеские отношения с нашими братьями россиянами, белорусами, другими странами, входящими в единое экономическое пространство. Ну и сегодня вы прекрасно видите, год прошел после выборов, даже на 11 месяцев, чуть меньше. И маски, как говорится, сорваны, поэтому надо думать нашему народу о том, за что вы голосуете и за кого вы голосуете. А мы, еще раз повторюсь, вас не обманываем. Мы говорили, что будем добиваться решения вопроса вступления Украины в таможенный союз. Мы это последовательно и выполняем. Поэтому все, что говорится о европейских ценностях, о европейских стандартах, не более чем завуалированный обман населения. Говоря о том, что вступив в таможенный союз, Украина потеряет какую-то часть своей независимости и часть государственных полномочий, почему-то никто не говорит, что вступление в Евросоюз также предполагает, что Украина будет поступаться и политическими, и другими принципами, да и вообще принципы морали, которые сегодня проповедуются в Евросоюзе, ну, они как-то несовместимы и с нашим православным миром, и мусульманским миром, который сложился у нас здесь в Украине и в Крыму в частности. И поэтому все вот эти дискуссии о европейских ценностях, мы же прекрасно видим, что сегодня поднялись на волне евроинтеграции и дискуссии об однополых браках, и о том, что эти однополые семьи могут усыновлять детей, их воспитывать. К чему это приведет? Полноценных граждан. И не зря вот такой взрыв активности вот этих элементов, другого слова я не подберу, он сегодня происходит в Украине. И мало того, что у нас экономическая ситуация очень сложная, так нас еще каких-то моральных, духовных, исторических ценностей сегодня лишают. Об этом тоже не надо забывать, когда мы будем делать выбор между первым и вторым Евросоюзом и таможенным союзом. И, Сергей Валерьевич, я не могу не вспомнить совсем, ну, как бы недавнее событие о том, как была принята пенсионная медицинская реформа, которых называют реформа социального геноцида. То есть люди тоже были против. Они выходили на акции протеста, они взывали, так сказать, к здравому разуму наших политиков, в том числе и партии власти. И тем не менее эти реформы были приняты. Не произойдет ли также и с ситуацией со вступлением в Евросоюз? К большому сожалению, очень в нашем государстве может произойти все, что угодно. Народ, я же опять вернусь к тому, о чем я говорил, о народе вспоминают только в период подготовки и проведения выборов. Много говорилось о пенсионной реформе. Компартия всю весеннюю сессию последовательно ставила вопрос и об отмене пенсионной реформы, и об отмене медицинской реформы. И эти предложения, к большому моему сожалению, и, наверное, к сожалению всех наших граждан, не нашли достаточного количества голосов в парламентском зале. И европейские стандарты, а сейчас очень много говорится о том, и приводятся в пример разные страны, которые на том или ином периоде, в том числе и восточноевропейские, которые вступали в Европейский Союз или становились ассоциированными членами, о том, что там повышается уровень жизни, какой-то общий стандарт. Но никто не говорит о том, что, например, уровень жизни в Болгарии и во Франции разнятся в 10 раз. Я в июле месяце был в Болгарии, мог, как говорится, своими глазами увидеть, что когда-то София это был прекрасный, развивающийся, цветущий город, а теперь угрюмые люди, грязь, группы протестующих по тем или
земельным вопросам. Очень негативное впечатление осталось у меня от посещения Болгарии. Помимо этого, необходимо точно иметь в виду о том, что еще 10 лет назад и экономическая ситуация в Евросоюзе, она предполагала возможность тех стран, которые туда ассоциированными членами вступают, датировать приведение их к общим стандартам. С Украиной же этого нету. Этот громоздкий документ, к которому очень много приложений, там же все фактически принципы, те стандарты Украина должна за счет собственных средств, за счет собственного бюджета, фактически за счет вас, уважаемые граждане, потому что вы в основном являетесь плательщиками налогов, и за эти налоги Украина должна стремиться к тем ценностям. Никто не говорит о том, что это предполагает в том числе и выравнивание цен на энергоносители, то есть приведение их к стандартам, международным ценам. Это фактически в 5 раз увеличение цен на электроэнергию, в 6 раз на газ. Для населения, подчеркиваю, и все это свалится на наши с вами плечи, и как нам необходимо будет из этой ситуации выходить, достаточно проблематично. И кроме всего прочего, Евросоюз, существенно ограничивая Украину в политических и экономических каких-то правах, все-таки не предполагается, что за счет вступления в Евросоюз Украина вдруг превратится в правовое государство. Это вступление в Евросоюз отнюдь не значит, что у нас прекратится коррупционная система взаимоотношений между государством и гражданами, что у нас сразу же вырастет благосостояние. То есть все эти проблемы Евросоюз предлагает решать Украине самостоятельно. Как быть с этим? Ну, совершенно верно. Дело в том, что, наверное, не стоит то, что сегодня проходит в законодательном плане, связывать или с Евросоюзом, или с таможенным союзом. Кто нам мешает? Нормальные законы, которые регламентируют жизнь и регламентируют действия тех или иных ветвей власти, сегодня самим принять решение, как-то их легализовать. Компартия, вот много сегодня говорится о судебной системе, о коррупции в судебной системе. Компартия всегда была против пожизненного назначения судей. Ну, это ненормальная практика. Почему? Потому что судьям практически развязаны руки, и по пальцам можно пересчитать тех судей, которые были лишены своих полномочий за так называемое нарушение судейской присяги. Поэтому нормальный есть принцип. Он, кстати, действовал во время Советского Союза. Это выборность судей. Сами граждане имеют право на выбор. Вот видите, у нас последовательно, прежде всего, в плане развития демократии, больше дать прав гражданам через выборы, через референдум, для того, чтобы решать свою судьбу. И это кардинально отличается от той схемы, которую сегодня предлагает власть. Уменьшение контроля со стороны населения, это фактически дает возможность и той же власти быть еще более коррумпированной. Потому что ворон ворону глаз, как говорится, не выклюет. Да. И выступая против вступления в Евросоюз, лидер украинских коммунистов Петр Симоненко, и ратуя, так сказать, за проведение референдума, он напомнил, что большинство украинских товаров не сертифицированы в Евросоюзе, следовательно, европейский рынок для них будет закрыт. Кроме того, договор об ассоциации, вопреки заявлениям, не предполагает свободного перемещения граждан Украины. Нелегалы так и останутся нелегалами, и европейский рынок труда останется закрытым. И опять-таки, после подписания договора об ассоциации Украина будет обязана возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом. И это предполагает скачок цен и тарифы на услуги жилищно-коммунальные услуги. Это так? Совершенно верно. Я уже по жилищно-коммунальным услугам говорил, по требованиям НВФ мы тоже сегодня касались, в том числе не последнюю роль в принятии и пенсионной, и медицинской реформы, как раз требования Международного валютного фонда. Пенсионная реформа, напомню, что это в том числе и увеличение и страхового стажа, и увеличение выхода человека на пенсию. Это по требованию как раз Международного валютного фонда. Цены, естественно, будут расти, никто Украину содержать не будет. Что касается так называемой зоны свободной торговли, опять же, вернусь, это
мы даем возможность дешевым, скажем так, и не первой свежести товарам из Европы, которые в связи с тем экономическим кризисом, а экономический кризис это в классике, это кризис перепроизводства, сегодня скопились на складах Европы, и вот эта товарная масса сегодня переместится за наши границы. Естественно, наши товары будут серьезно подвергнуты конкуренции не в плане даже и качества, и цены, а в том, что сегодня многие заводы будут закрыты. Но и не это даже самое, наверное, страшное. Страшно то, что больнее всего ударит не по товарам широкого потребления, которыми мы пользуемся, а по ключевым отраслям экономики, связанными с бюджетообразующими предприятиями. Если сегодня Украина действительно может гордиться и сталелитейной, и другой промышленности, самолетостроение это действительно экономически обширное производство. Почему? Потому что там завязаны целые комплексы. Фактически с введением этих стандартов эти предприятия будут вынуждены закрыть. Почему? Потому что в Европе их не ждут. Россия сделала жесткие заявления вплоть до таможенного закрытия границ и введения таможенных пошлин. И россиян тоже надо понять, почему. Потому что они почему должны защищать интересы Украины. Они, прежде всего, руководство должно защищать интересы своих граждан. Поэтому адекватные меры будут предприняты. Ну и европейские стандарты, чтобы вам было понятно на бытовом уровне. Вот там есть приложение 31 к этому договору, которое говорит, что в том числе Украина должна перейти на европейские стандарты в железнодорожных перевозках. К чему это приведет? Многие годы еще в царской России сеть железных дорог развивалась, продолжалось это развитие и в советское время. И Украина сегодня достаточно серьезно, хорошо развито железнодорожное сообщение. Так вот, ассоциация предполагает, что в том числе и колея, а колея у нас, кто не знает, шире по сравнению с европейским. Так, в том числе вот 31-е приложение как раз и предполагает, чтобы Украина перешла на тоже железнодорожную колею европейского стандарта. Причем сделала это за деньги наших граждан. Скажите, пожалуйста, простому гражданину Украины, который едет к родственникам, едет даже вот электричками, да, добирается как средством передвижения, ему не все ли равно, какой ширины колея и почему за счет этих людей это необходимо все перевести в какому-то общему знаменателю. От этого, причем, я сомневаюсь, что качество перевозок повысится, но те громадные средства, которые будут в это внедрены, они же прежде всего пойдут с программ, в том числе и социальных, и пенсионных программ. Лучше и качественнее нам не станет от этого, но в социальном плане очень сильно, наверное, пострадают наши граждане. Ну, просто даже объема этого действия по переоборудованию железных дорог трудно себе, наверное, представить. Почему? Потому что действительно железная дорога у нас достаточно хорошо, сеть развита. Вот это конкретные примеры, чтобы было понятно, что европейские стандарты, они охватывают все уровни жизни. Причем в договоре они стараются быть прописаны. В том числе вот там в одном из приложений по так называемому вторсырью, секонд-хенду, есть специальное приложение, что сегодня, ввозя этот секонд-хенд в Украину, платятся таможенные пошлины, а при вступлении и подписании и вхождении Украины в зону свободной торговли этих пошлин не будет. То есть все обноски, что есть в Европе, перекочуют к нам. Фактически нас делают людьми второго сорта, и еще и государственная казна с этого ничего получать не будет. Вот это наиболее такие понятные для наших граждан перспективы вступления в Евросоюз. Вот такие печальные наблюдения сегодня в своем отчете нам, собственно, и преподнес Сергей Валерьевич Топалов, народный депутат Украины. Это был его отчет. Я прощаюсь с вами до следующего месяца. Всего вам самого доброго. До свидания. Спасибо, Сергей Валерьевич. Спасибо.